Яшчэ тыдзень таму гэты немалады сляпы сабака блукаў каля вадаёма ў вёсцы Клейнікі Брэсцкага района, а потым наогул туды ўпаў. З надзеяй, што гаспадар жывёліны аб'явіцца і забярэ яе, мясцовыя жыхары апублікавалі пост у адной з сацыяльных сетак. Я наблюдала это несколько часов, что пост висит, никаких отзывов нет. Появляются новые фотографии, что собака уже, в общем-то, лежит наполовину в воде. Тогда я сразу откликнулась, что я могу подъехать, и раз уж у нас больше некому, я достану собаку из воды. Единственный вопрос был в том, что я без машины. Ладно, доехать в Клейники я доеду, что делать дальше? С такой собакой без машины сложно. Отозвалась девушка, Юлия Кузьмицкая помогла нам. Да таго моманту, як жанчыны прыехалі, сабаку ўжо дасталі з вады мясцовыя жыхары. На лапе і жываце жывёліны былі раны, якія нагадвалі кулявыя. Когда я присклонилась, чтобы посмотреть собачку, подошли ко мне какие-то детки и сказали, что в собаку стрелял дедушка какой-то. Я выстрелов я не видела, со слов детей я вот такое услышала. Сабаку Вольга Сашко адразу завезла да ветэрынара. Куль дакладна выяўлена не было, але паходжанне ран і стан сабакі ветурач пракаментаваць нам адмовіўся. Если там огнестрел, врач нам не сказала толком, давать какие-то комментарии она отказалась. Единственное, что мы исключили укус, то есть это точно не укус другого животного. Ну и вряд ли это какие-то палки, ветки, потому что два очень ровных отверстия. Зараз жывёла на ператрымцы. Каб дабіцца праўды наконт ран сабакі, зоабаронцы звярнуліся ў міліцыю. 11 мая в милицию обратилась жительница Бреста, которая сообщила, что в районе деревни Клейники Брестского района найдена собака с телесными повреждениями. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка данному инциденту и определены дальнейшие действия правоохранительных органов. Стралялі ў сабаку ці не і хто мае да гэтага дачынення, павінны высветліць міліцыянеры. Зараз сабака ў пошуках новага гаспадара. Я понимаю, что это из разряда фантастики, но, возможно, есть какой-то человек у нас, кто откликнется, такого старичка, кто сможет и захочет забрать на доживание. Соответственно, я не отказываюсь от своей помощи. То есть, если будут какие-то вопросы по ветеринарам, по лечению, я по мере возможности буду помогать этому человеку. Гэты выпадак жорсткага абыходжання жывёламі в обласці далёка не першы. Толькі летась былі заведзены 2 крымінальныя справы ў Баранавічах і Ганцавіцкім раёне. А да адміністрацыйнай адказнасці за здзекі над жывёламі прыцягнулі 12 чалавек.